Здравствуйте, друзья! Поздравляю всех с праздником весны. И по традиции на этот праздник нам, волонтерам, в основном женского пола, наши чиновники и депутаты всегда готовят самое плохое, то, что нас убивает, бьют по больному. Это как подарок женщинам России на 8 марта. Поздравляю вас с этим днем. Друзья, хочу вас немного порадовать в этот день пристроенными собачулями. Помните, в конце года мы сдавали анализы на титры. Не просто сдавали, а это была грандиозная поездка на КамАЗе и на «Газели» в лабораторию с собаками из области в Москву. Долго готовились, организовывали, собирали деньги и так далее. И вот благодаря тому, что у этих собак теперь есть сертификат на титры, они начали уезжать в Европу. Кто-то в семьи, кто-то на передержку. Но хотя бы лед тронулся. Здесь, как вы видите, мы и фотографов приглашаем, чтобы показать красоту наших собак, и ролики монтируем уже на каждую собаку. Ни одного звонка. Других вариантов пристроить у меня нет. Итак, девчушка Алиса, понуро сидевшая в ППЖ и ни на что не надеявшаяся. Забрала я тогда ее год назад, в декабре, а осенью прошлого года сдали ей титры на бешенство. И только тогда поставили ее в пиар в Европе. Через 3 месяца она уехала на пристройство в Германию. А еще через месяц передержка приняла решение там, в Германии, оставить ее себе, третьей или четвертой собакой. Увидев ее идеальный характер, они поняли, что расстаться с ней не смогут. Вот так девчушке повезло. Или вот Буранчик, очень большой парень, истощенным увидела его в ППЖ на цепи, где он смотрел голодный, как волонтеры раскладывают по ведрам еду, а ему так хотелось есть, и он поскуливал. Малыш, дай лапу. Дай лапу, малыш. Ну, дай лапу. Дай лапу, маленький. Добрячок. Что там такое? Там кашу раздают, да? Ой, кашу сейчас будет кушать. Весь дрожит ребенок. Дай лапу, малыш. Не плачь, малыш, не плачь. Не плачь. Я даже не вижу, что такой ласковый такой, хороший мальчик. Может, кто возьмет его? Я не могла на это смотреть, хотелось обогреть, накормить. Забрала я его тогда. Руку заматывайте. Вот тут тебя уже откормили, ты был вообще скелетос. Вот это да, очень высокий, длинноногий мальчик, сантиметров 70 в холке. И та же схема, почти год никому не нужный, а тем более большой, 72 сантиметра в холке, килограмм 40, тоже сдали на титры на бешенство. И в начале этого года он уехал в Европу, в большую собачью семью, где много больших, где их очень любят и занимаются ими большая семья, где есть поля, леса, где можно побегать, а не сидеть в заперти вольера. И это тоже замечательно. Все, что не передержка и не приют, это уже хорошо. Или вот, например, черная овчаристого типа собачуля забирала скелет из ППЖ. Точнее, всю эту троицу тогда я забрала. Так вот эту черную назвали Зоя. Сначала лечили, долго откармливали, обрабатывали от паразитов. Ее поедали и на спине под шерстью тоже. А также и пушистого подростка. Называла его тогда енотиком. Тоже забрала год назад. И так сложилось, что две семьи, живущие по соседству в Германии, взяли этих двух собачуль. Они часто видятся на прогулке, вместе играют, гуляют и передают нам регулярно приветы.
Итак, друзья, у нас за 2 месяца этого года уехали в Европу 11 собак. В каком-то последующем ролике расскажу и о других собаках. То есть активная работа ведется, не прекращая ни на день по пристройству. Но возможно это только при наличии сертификата на титры. Только с сертификатом можно выехать из страны. Без этого анализа даже в пиар нет смысла ставить. Выехать не сможем. А значит, надо сдавать на титры и другим собакам. Их должно быть как можно больше с титрами. И сейчас мы обговариваем, каких бы собак они в Европе могли бы взять в пиар, чтобы найти им семьи или взять на передержку. Но у этих собак нет титров. Их надо сдавать, продолжать сдавать. Анализ не дешевый. Чем большему количеству сдадим анализы, тем больше вероятности уехать еще кому-то. У нас должен быть выбор из тех, кого выбирают. У нас зависли и щенки, которым в апреле уже год, и ни один из них не пристроился. А без титров мы их даже предлагать не можем. Мне надо примерно 25 собакам еще сдать анализы. Если не будут уезжать, то я их не прокормлю. И дальше буду вязнуть в долгах. Я хочу, чтобы как можно больше наших подопечных находили семьи. Наши спасения состоят только из препятствий и финансов. Ни один этап в спасении не дается бесплатно, начиная с вывоза из ППЖ. И один из препятствий – это сдача анализов на титры. Без них никто не уедет в семьи. Жить на передержке до старости в вольерах с перебоями корма, стрессовать, болеть и не быть любимым в семье – это не жизнь. И для куратора с протянутой рукой на паперти это тоже не жизнь. Мою жизнь сложно назвать жизнью. Я очень прошу, помогите, пожалуйста, собакам на этот анализ. Пожалуйста, помогите, как можно быстрее его надо сдать.